Утром 7 июля спасатели в Иссык-Кульской области нашли тела двух утонувших девочек, которые считались пропавшими без вести. Вначале спасатели нашли обувь и поэтому предположили, что девочки упали в реку Каракол и их унесло течение. Вечером мать спохватилась, что детей нету, начали искать. Были люди, которые видели их возле реки, они проживают непосредственно рядом с рекой Каракол. И нашли обувь старшей девочки. И уже было принято решение искать уже вдоль реки. И вот всю ночь была организована проческа местности по руслу реки. И под утро уже, утром в 6 часов, были обнаружены тела девочек. По данным МЧС, за этот год всего в стране утонули 57 человек. Среди них как взрослые, так и дети. По сравнению с прошлым годом число утонувших выросло. Так, в прошлом году было зафиксировано 39 случаев. За этот год утонуло 28 мужчин, из них 21 в возрасте до 12 лет. Практически круглый год мы проводим разъяснительные работы с населением и рассказываем о том, что нельзя купаться в непредусмотренных местах. К сожалению, не все относятся ответственно к этому. Даже родители невнимательно следят за своими детьми у водоемов. Поиски утонувших в воде – нелегкая задача. Спасатель Кайрат Амантаев приводит в пример БЧК. Здесь из-за плохой видимости поиски могут проходить долго. Кроме того, задача усложняется из-за сучков, бревен и осколков от бутылок. Водолазы часто получают раны и порезы во время работ. В БЧК видимость сильно ограничена. Нужно все тщательно осматривать и ощупывать. К примеру, даже сейчас я что-то задел в воде и поранил руку. Течение Большого Чуйского канала очень опасное и обманчивое. Снаружи оно кажется медленным, но в нижней части оно стремительно и легко может унести не только детей, но и взрослого мужчину. Министерство чрезвычайных ситуаций проводит разъяснительную работу для предотвращения подобных случаев, а также проводит установку табличек, запрещающих купание в опасных местах. Течение рек очень опасно. Несмотря на запрещающие знаки, некоторые продолжают купаться. Бывают случаи, когда человек в нетрезвом состоянии падает в реку и не может оттуда уже самостоятельно выбраться. Некоторые же по неосторожности падают в воду, решая просто сполоснуть лицо. МЧС Кыргызстана просит граждан быть аккуратнее вблизи водоемов и рек. Родителям напоминают о недопустимости оставления детей без присмотра, а детям поясняют, что купаться можно только в присутствии взрослых. Саимах Мусаев, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.